Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на хорошие новости. Тема звучит так. Какие хорошие новости у вас на пороге? Загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, спросите просто, каких хороших новостей мне ждать, что у меня уже на пороге. И давайте посмотрим. Убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Колеса. Так, колес очень много вышло. Вот смотрите, здесь машина, точно машина, а вот здесь что-то двухколесное. Велосипед, мотоцикл, скутер, возможно. Может, даже самокат. Да? Ну, два колеса, что-то небольшое. Вот. По поводу машины, мои хорошие. Ну, если хотели купить, продать, пожалуйста, прекрасный вариант на купить и не менее прекрасный вариант на продать. Хотели сдать на права, хотели найти себе хорошую школу, либо автоинструктора. Все будет, причем, знаете, вот именно к вам идет с правой стороны. То есть не вы ходите там, ищете, сидите часами в интернете, пытаетесь выискать информацию, а именно идет к вам. То есть вам будут предлагать, вас будут спрашивать, вас будут приглашать. Замечательно. Также отыграется, что какой-то человечек, кого вы давно в гости зазывали, очень надеялись, ждали, вам сообщит, что все, выезжаю, еду к тебе, готовься, скоро буду. Очень хорошие, приятные новости, вот все, что с машиной связано. Допустим, вам нужно поменять колеса. Вы тут распереживались, думаете, о боже, дорого, нету, там, не успею. Вам звонит автомеханик, говорит, вот для тебя нашел, и цена хорошая, и сделаю за там, пару часов. Давай пригоняй машину, все, мы тут быстренько установим, переделаем. Все будет замечательно. Вот все, что связано с машинами, замечательные новости. Поездки, пользование автомобилем, замечательные, добрые новости идут. Прям уже не то, чтобы на пороге, в дверь входят, понимаете? Вот совсем вот в корне вышло. Так, что касается двухколесного, ну это то, о чем вы даже и не думаете, либо не догадываетесь. Сразу хочу сказать, кто-то в подарок получит двухколесного друга. Опять же, это может быть и велосипед, и мотоцикл, и скутер, а может быть еще какое-то транспортное средство, о котором я не знаю, да, вот не приходит мне в голову. Так, от какого-то человека вам идет вот эти два колеса, вернее, идут к вам два колеса. Вот какой-то человечек вам действительно устроит сюрприз, подарок, может быть, приобретет себе и вам скажет, а вы порадуетесь, скажете, как хорошо. Вот мой друг приобрел себе этот электросамокат. Давно хотел, вот нашел по хорошей цене, теперь будет чаще ко мне приезжать. Классно, да? Либо, допустим, да, вы замужем, у вас есть ребенок, он хотел велосипед, и вот ваш муж найдет вот велосипед, как ребенок хотел, по хорошей цене, придет к вам и скажет, знаешь, я нашел, давай покупать, вот порадуем нашего ребенка. То есть хорошие новости идут. Пока об этом не думаете, в голове этого у вас нет, но новости очень хорошие. Так, девчоночки, вот кто пойдет на свидание, возможно, ваш любимый приедет к вам на мотоцикле, и вы вот прям поедете по ночному городу, и ветер вам в лицо, и будете вот прям рассекать. Скорость, драйв, азарт, ну и любовь, все вместе будет. А кого-то мужчинка пригласит на велосипедах покататься, да, тоже будет очень-очень приятно. Так, замечательно. Колесики нам приносят только радость, только удовольствие. Дальше. У вас тут вышел овощ. Либо это морковка, но мне вообще буряк идет. Свекла, да, правильно говорить, свекла. Буряк, это у меня дома так говорят.
Так, свекла. Знаете, к вам хвостик тянет, но это какой-то богатый урожай. Это какая-то возможность разжиться каким-то урожаем. Может быть, вы будете делать запасы. Ну, кто-то запасается там тоннами, полутоннами, ну, допустим, картошка на зиму, а кто-то сетками, да, вот вы покупаете определенное количество, и оно у вас там где-нибудь в кладовочке в секретном месте лежит до поры до времени. Вот, это хорошая покупка, либо хорошее приобретение, возможность хорошо приобрести, хорошо запастись. А у людей, кто, например, занимается производством овощей, здесь 100% приедет человек, прям скупит подчистую. Причем даст больше, чем вы просили. Да, либо купит за ту цену, как назначили, еще вам какую-нибудь там сверху денежку кинет. Понимаете? Вот. Очень хорошие новости, либо возможности идут. Вот все, что связано с заготовкой овощей, либо с продажей овощей. Может быть, у вас бизнес, да, на овощах построен. Поверьте, хвостик в вашу сторону смотрит. И ботва очень щедрая. То есть, либо хорошо сэкономите, либо очень хорошо заработаете. Так, следующий момент. Здесь у меня человечек, который вам готовит какой-то сюрприз, какой-то подарок. Прям, знаете, что-то будет в упаковке красивой. Такой, знаете, прям с бантиками. И коробка такая не мелкая. Знаете, может быть ценный подарок, небольшой, да, но как-то вот прям как сюрприз оформлено. Ну, допустим, мужчина дарит вам колечко, да, но он как решил вас разыграть, да, в такую огромную коробку положит. Вот там с бантами, с шариками. Будет очень интересно, будет очень весело. Здесь у меня человечек что-то собирается то ли праздновать, то ли отмечать. Какой-то вот атмосфера праздника, веселья и что-то вот прям украшенное идет. Шарики, всякие там эти там цветы, там гирлянды, возможно, даже. Человек вас порадует тем, что он будет организовывать праздник, может быть, в вашу честь, а может быть, ну, как подарок идет, да, организация этого праздника. Вас будут спрашивать, да, что ты хочешь, что тебе нравится, как ты видишь. Участвовать в организации вы не будете. Вы будете давать либо советы, либо высказывать свои пожелания. Здесь человек, который служит, да, он вам служит, он выполняет вашу волю. Кстати, кто занимается организацией праздников, либо будет нанимать человека для организации праздника, вам очень повезет. Человек идет крайне порядочный, очень исполнительный, чистоплотный и гиперответственный. Это классно. Так, мои хорошие, идем дальше. Какая-то информация вот связана с работой. Работа, бизнес, ваши увлечения, хобби. Да, все то, что мы называем работой. Значит, смотрите, у одних отыграется, что человечек, который вам крайне неприятен, не нравится, либо уходит с работы, либо уходит на какой-то очень долгий больничный, а может быть едет в какую-то очень долгую командировку. Вот вы прям получаете эту новость и прям выдыхаете, говорите: ой, как хорошо, теперь никто меня не трогает, никто не цепляется, можно свободно заниматься своим любимым делом, да, и не напрягаться при каждом шорохе. Очень хорошие новости. Для тех, кто работает сам на себя. Я не скажу, что это такое, но я в этом не разбираюсь, честно. Я вижу так, знаете, вот в каком-то глобальном масштабе, ну, может быть, даже в рамках страны, где вы живете, что-то будет происходить. Выйдет какая-то новость, либо какой-то закон появится. Для вас это будет огромный плюс, нереальный плюс, то есть вот то, что вы хотели, о чем вы мечтали, грубо говоря. А для других людей это как, ну, прям разочарование и болька идет. То есть, смотрите, получается, одни люди, часть людей в выигрыше будет, а другая часть людей, ну, в минус, понимаете, в пропасть просто полетит. Вы будете среди тех людей, кто будет в огромном плюсе. Эта новость, вы даже по поводу этой новости какой-то праздник устроите, вот честное слово. Либо с друзьями посидите, погудите,
повеселитесь, либо в семье, да, вот прям такое теплое мероприятие, когда вас поздравляют, когда вы уже с надеждой смотрите в свое будущее, без опасения, понимаете, что вот он момент, который нельзя упустить. Наконец-таки и мне улыбнулась удача. Вот, какие-то прям планы у вас грандиозные, прям что-то будете там планировать, прописывать, чтобы не забыть и то, и пятое, и десятое. Очень хорошее состояние. Может быть, знаете, как критикуют люди власть, критикуют законы. Может быть, и вы критиковали в свое время, а теперь вы просто будете молиться на эти законы и говорить, ну, порадовали от души. Такое прям состояние очень классное. Девочки, если ваш мужчина занимается бизнесом, да, каким-то своим делом, значит, это мужчине вот эта радость идет. Ну а вы, как боевая подруга, верная жена и спутница жизни, с ним эту радость разделите. Потому что его работа — это как и ваша работа. Вы все это воспринимаете в таком очень тесном коннекте. Вы душой переживали за своего мужа, за его дело. Ну, понятно, да? Ну, это же и ваша денежка получается. А теперь вот радость и уверенность, что все получится, прорвемся, и все будет хорошо. Так. Мужчина пропал. Но это про любовную связь. Именно про любовную. Это не родственники, не знакомые, это про любовь. Причем любовь, знаете, какая? То ли вы только в начале были отношений, может быть, в интернете вы общались с этим человеком, но не было прям брака, не было прям такого союза плотного. Мужчина пропал, мог заблокировать, мог, не знаю, там контакт потеряться. Может быть, у вас что-то произошло, да, вы потеряли контакт. Этот мужчина, он объявится. Причем вы узнаете что-то невероятное, вы знаете, как он вас искал, вы узнаете истинную причину, как это произошло, почему он пропал. Там что-то невероятное идет. Вы так долго будете вот с ним обсуждать, вы будете этому рады, а он как будет вам рад, вы даже себе представить не можете. Вот счастливый момент, когда два человека могут объединиться, восстановиться, поговорить и очень много интересного друг другу рассказать, а особенно о чувствах. Вот. Много, кстати, сюрпризов вас ждет. Он будет такой горячий, он будет такой решительный и, знаете, даже нетерпеливый, можно сказать. Да? Будет прям сразу вас зазывать в узы брака и говорить, что все, еду, либо ты ко мне едешь, все, не надо, мы не должны больше теряться ни при каких условиях. Это судьба, мы друг друга опять нашли, значит, мы должны быть вместе. Ну и в том же духе. Очень, кстати, классное состояние, которое греет душу и сердце, наполняет, знаете, как наполняется таким позитивом. Так, идем дальше. Хорошие новости. Хорошие новости о пожилых людях. Я так понимаю, что это связано с какими-то проблемами, либо с проблемами в здоровье. Пожилые люди были очень расстроены, очень переживали. И если человек болеет, то куда уж там хорошего настроения, откуда ему браться? Вот. А если какие-то другие были проблемы, ну, может быть, коммунального характера, может быть, денежного, вот, разрешится проблема. Вот идет вам звоночек, именно звоночек, и вам ваш пожилой родственник говорит, ну все хорошо. Все хорошо, все успокоилось, все устаканилось. Какой-то путь, какая-то возможность появилась. Вот человек вот в хорошем таком расположении духа будет, вот, и передаст вам, И вы тоже порадуетесь. Как, знаете, облегчение идет. Может быть, вы переживали очень сильно, хотели помочь, возможности, например, не было. Там, может быть, пожилой человек далеко от вас находится. Вот. А видите, как все решится. Все обязательно решится. И решится положительно. Так, кто у меня имеет дочерей на выдане, либо внучек на выдане? Придут хорошие новости, что ваша девочка нашла себе очень порядочного мальчика, что у них все хорошо, что они вместе. Кто-то, например, знает, что забеременела ваша девочка, кто-то узнает, что только вот как знакомство произошло, вот увидели этого парня ее нового, и он очень всем понравился, что хороший мальчик, воспитанный, из хорошей семьи. Вот будете об этом долго говорить. Смотрите, вы получите от кого-то эту новость, а потом еще кому-то будете передавать. И прям несколько дней подряд эта новость будет крутиться и муссироваться. Так.
Кто у меня искал каких-то, ну, не знаю, работников, сотрудников, мастеров, может, ремонт вы делаете, либо вам нужно починить какую-то вещь, либо действительно нанять персонал. Вот для вас какие-то люди были на примете, допустим, да? Либо вы представляли каких-то людей, либо вы хотели с какими-то людьми сотрудничать, а они, допустим, вам отказывали, говорили, что нет, у нас там все занято, к сожалению, мы не сможем. Вот идет хорошая новость от этих людей, они, скорее всего, согласятся, причем согласятся на ваших условиях, вот как вы хотели, как вы заказывали, либо на ту сумму, которую вы готовы были заплатить. Вот идет одобрение и согласие. Так, какая-то женщина, соседка, подруга, знакомая с хорошими новостями о магазине, не знаю, о рынке, прям прилетит к вам, вся такая запыханная, скажет: ой, беги туда, беги скорее, там столько всего вкусного, и цены такие вот прям доступные, да, либо со скидками. Вот, и вы прям побежите. Порадует вас новостями о скидках, о дискаунтах. Вот, хорошо, хорошо. Когда дешево, это хорошо. Но главное, чтобы качественно было. Так, кому соседи мешали? Вот есть у меня тут человечек, кому соседи очень мешали. То ли шумные, то ли буйные, то ли любят ремонты делать. Ремонты. Вот, съезжают ваши соседи, либо куда-то уезжать будут. Вы аж вот до слез, понимаете, такая радость идет, облегчение до слез. Видно, жизнь вам конкретно попортили. Не будет. Куда-то уезжают, то ли съезжают, может, продают, уезжают. А может, как, знаете, переезжают, действительно, в другое место переезжают. Все, здравствуй, спокойная, тихая жизнь. Без шумных и буйных соседей. Так, и еще хорошая новость. Девочки, у кого, кто переживал за своего сына, брата, либо мужа, какая-то опасность им грозила. Не знаю, что, не могу сказать, что это, но прям опасность грозила, вы очень переживали. Идет отмена этой опасности. Вот. И я не могу понять, газета, телевизор, интернет, где-то вы узнаете. Идет отмена, и у вас, соответственно, и облегчение, и успокоение приходит. Вот. Больше ничего не будет угрожать, либо мешать, либо каким-то острым таким углом упираться в ваших близких мужчин. Не будет. Идет именно отмена. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.